Михаил Девитаев родился 8 июля 1917 года в Мордовии, в рабочем поселке Торбеево. Он был 13-м ребенком в семье. В Казань он явился босым, в майке, сшитой из стиранного кумача. Спал на вокзале. Недоразумение с документами вынудило вместо авиационного поступить в речной техникум. Но мечта о небе не угасала. Он вступает в Казанский аэроклуб. Порой до глубокой ночи просиживал в самолетном или моторном классе аэроклуба, а утром уже спешил в речной техникум. И однажды Михаил впервые с инструктором поднялся в воздух. Сияющий от счастья, он сказал тогда своим друзьям: «Небо — моя жизнь». Эта высокая мечта и привела его, выпускника речного техникума, в Оренбургское авиационное училище. И вот лето 1939 года. Девитаев — военный летчик-истребитель. Боевое крещение получил во время Советско-финской войны 1939-40 годов, выполнив 3 вылета на разведку. Великая Отечественная война застала Михаила под Минском, где командир звена Девитаев 23 июня совершил свой первый боевой вылет. Наступило роковое 13 июля 1944 года. В этот день летчиками Покрышкина было сбито 20 вражеских самолетов. Поднявшись на закате солнца в свой последний 4-й боевой вылет, старший лейтенант Девитаев увлекся неравным боем и не заметил, как задымился его самолет. Последовала команда командира Боброва: «Мордвин, прыгай!». Покидая самолет, Девитаев сильно ударился о хвостовой стабилизатор. Приземление на парашюте уже не помнил. Очнулся в землянке, но, услышав чужую речь, сразу все понял. Это был плен. Случай помог проследить все фазы операции запуска самолета на глазах у Девитаева. Собрав верных, проверенных заговорщиков, разработали детальный план захвата машины. Заучено было все: кто ликвидирует охрану, кто расчехляет моторы. Шансы 1 из 100. Но отступать уже было некуда. 7 февраля решили: побег завтра или никогда. С боковой стоянки Хенкель рулит на взлетную полосу. Никакой заметной тревоги на летном поле не видно. Газ. Самолет понесся по наклонной линии к морю. Полный газ. Должен быть взлет, но Хенкель почему-то бежит, не взлетая. В последний момент, почти у моря, Девитаев делает вынужденный резкий разворот без надежды, что самолет уцелеет. Оживает аэродром. Все, кто был на поле, бегут к самолету. Выбегают летчики и механики. Разворот у линии старта и снова газ. Изо всех сил он жмет от себя ручку оторвать хвост от земли. Кричит, что есть силы ребятам сзади: «Помогайте!». Втроем наваливаются на рычаг, и Хенкель почти у самой воды отрывается от бетона. Когда самолет нырнул в облака и стал набирать высоту, Девитаев смог наладить управление. Тогда машина сразу стала послушной и легкой. В этот момент я почувствовал: спасены. Девитаев больше года находился под следствием. Следователи не верили, что истощенный до крайнего состояния летчик-истребитель мог без специальной подготовки поднять в небо тяжелый вражеский самолет. Полагали даже, что он специально подослан, ибо не укладывалось в голове, как мог летчик-истребитель поднять в воздух новейший немецкий бомбардировщик. 1945 года Девитаева уже из советского фильтрационного лагеря на территории Польши вызвал на остров полковник Сергеев. Девитаев начертил все, что запомнил. Профессиональная память летчика не подвела. Рассказывал ему о подземном заводе, ходил с ним по цехам. Это потом уже стало известно, что это был будущий главный конструктор советских ракет Сергей Павлович Королев. После десятков проверок Девитаева все же отпустили, а на работу устроиться не смог. Как только узнавали, что был в плену, сразу отворот-поворот. Чудом все же приняли в Казанский речной порт, дежурным по вокзалу. 12 лет. Долгих 12 лет без признания заслуг, без любимой авиации. Новая, непонятная, другая жизнь. После 20-го съезда КПСС, когда Хрущев развенчал Сталина, вопрос с бывшими пленными был поставлен так: изменников надо карать, а тех, кто не сам сдался, кто не сотрудничал с немцами, их нужно реабилитировать, а заслуги отметить. Указом Президиума Верховного Совета СССР
Девитаеву Михаилу Петровичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Девитаев пытался узнать, кто же это его представил к награде. Ему ответили какой-то большой и очень засекреченный ученый. Девитаев полагал, что этим ученым был Сергей Павлович Королев. Я всю войну пролетал, сейчас на любом типе улетел бы. Поднялся бы. Посадить не знаю, посадил бы, но подняться поднялся бы.